На взлетно-посадочной полосе войсковой части военный вертолет Ми-8 готовится отправиться на поиски жертв воздушного судна, потерпевшего крушение. Остались считанные минуты до момента, как эта довольно внушительная конструкция отсюда земли будет казаться маленькой точкой на небе. А пока раздается характерный гул. Так вращаются лопасти. Железная птица готова взмыть над землей. Вот это называется ручка управления. То, что мы управляем вертолетом, там в управлении поперечный, продольный. Вот это приборы, которые нам необходимы, чтобы знать параметры полета, параметры скорости, режим полета. Вот этот прибор называется скорость полета. Указывает, с какой скоростью мы летим. Вот это высота относительного. Вот здесь называется. А это приборы, там двигатели, там оборот несущего винта контролируем. Вот это называется авиагоризонт. Полет хоть и тренировочный, легкое волнение присутствует. И это несмотря на то, что старший летчик Рахманкулов знает все тонкости управления судном и умеет распознавать десятки команд, которые пострадавшие могут подавать с земли. А еще за спиной пилота 300 часов полетов и участия в настоящей спасательной операции. В кабине пилотов 3 человека. Это капитан экипажа, пилот-штурман и бортовой техник. У каждого из них за спиной от нескольких сотен до десятков тысяч часов, проведенных в небе. В рамках учебно-тренировочных полетов экипаж меняется местами, то есть относительно начинающий пилот занимает место капитана экипажа, а более опытный садится в кресло штурмана. Таким образом осуществляется обучение, передача знаний, навыков, мастерства пилотирования. К слову, в поисково-спасательной операции большая роль лежит именно на экипаже воздушного судна, потому что пилоты должны за минимальное количество времени определить, где находится человек или группа людей, которые нуждаются в помощи. В нашем случае ситуацию усложняет то, что человек, который находится на земле, постоянно меняет точку дислокации и очень быстро перемещается на квадроцикле. Будем искать методом параллельного балансирования. Найдем, посмотрим, что он хочет. Он на земле выложит знак, что хочет. И потом зайдем, будем спасать человека. А далее экипажу необходимо снизить высоту и зависнуть в воздухе. В это время там, на земле, помощи ожидает человек, который по сценарию учений получил ранение во время прыжка с парашютом. Задача жертвы – помочь летчикам в поисках. Для этого с помощью парашюта выкладываются специальные символы, обозначения, в зависимости от комбинаций которых пилоты с высоты могут разглядеть и определить, какая конкретно требуется помощь. И уже отталкиваясь от этого, дать правильную команду группе спасателей. Моя функция особенно просто спускать. Когда до земли доходят, обратно поднимать, дать сигнал, чтобы поднять обратно. Пострадавшие найдены. Предстоит оказать первую помощь и транспортировать. Спасатель МЧС в салоне вертолета уже готов в буквальном смысле спуститься с небес на землю. Сейчас вертолет примет нужную высоту. Я отправлюсь вниз. На мне специальное снаряжение. Все проверено, все надежно. Главное спасти человека, который внизу сейчас ждет помощи. Сказали, что там раненый. И вот сейчас вертолет завис в воздухе на уровне примерно 30 метров над землей. Там внизу спасатели готовят человека, условную жертву, которую необходимо поднять на борт вертолета. Спасатель поднимается по лебедке, здесь его встречает технический персонал, они отдают ему команды и помогают подняться. На этом спасательную операцию можно считать завершенной. Отыскать и вызволить человека из беды команде экипажа и спасателям удалось за считанные минуты. Поисковая операция у нас прошла успешно. У нас в части часто такие упражнения проводятся. Согласно плана авиационной базы у нас проводятся учебно-тренировочные полеты. И на этих полетах отрабатываются навыки летчиков, техников, всех служб касательно. И разные упражнения отрабатываются, не только вот такие спасательные работы. Вертолет совершает несколько маневров в небе и идет на посадку. Эта команда пилотов отправляется на землю, чтобы их сменили другие. Военный Ми-8 в очередной раз взмоет в небо, но уже с другим составом экипажа. И так несколько раз, пока каждый из летчиков и спасателей не проявит свои знания на деле.
Такие учебно-тренировочные полеты летно-подъемный состав вооруженных сил страны проводит еженедельно. На каждом из занятий пилоты отрабатывают технику поисково-спасательных операций, а также навыки пилотирования. К слову, вертолеты Ми-8МТ буквально несколько недель назад были подарены Российской Федерации нашей армии в рамках материально-технической помощи. Сабина Дамаскина, Самат Алатахунов, НТС.